Маскарад в 21 веке. Почему драма Лермонтова как никогда актуальна в 21 веке, открыли актеры Малого театра. В Казани открылись гастроли знаменитой московской труппы. Уже в 6-й раз Малый театр играет на сцене Камаловского. Татарская труппа также выступала на московских подмостках. Гастроли в Казани продлятся до 20 сентября. За это время зрители увидят 3 спектакля из знаменитых актеров: Юрия Соломина, Бориса Клюева, Ирину Муравьеву, Бориса Невзорова и других. На маскарад накануне заглянула Полина Кострицкая. За час до спектакля за кулисами все готово к маскараду. Аккуратно расставлены бокалы, наготове веер, трубка и табак, карты, печально известный желтый браслет и, конечно же, маски. Спустя 2 столетия драма не только не устарела, но и обрела новые смыслы. Актер Борис Невзоров признается, перед премьерой сомневался, что этот спектакль сегодня будет интересен. Но попав на маскарад в роли неизвестного, вдруг очутился в веке 21. У маски нет души, есть тело. Это когда в человеке просыпается все его, в общем-то, животное, низменное, когда человек прячется за эту маску. И это так современно на сегодняшний день, потому что то, что связано там, я не знаю, с интернетом, со всякими, ведь и вдруг оказалось, что интернет – это просто глобальный маскарад. Восприятию философских смыслов маскарада в постановке Малого театра ничто не мешает. Это драма Лермонтова в самом полном варианте, без купюр, во всем академизме Императорского театра и торжестве актерского слова. В спектакле блестящий состав. В роли Арбенина Борис Клюев. Но чтобы здесь выигрывать, решиться, вам нужно кинуть все. Родных, друзей и честь. Это есть то, что отличает труппу Малого. Уважение к автору, никакого эпатажа и стремление искусственно осовременить классику. Непременно тщательно подобранные костюмы и грим, щепетильно изготовленный реквизит, масштабные, но лаконичные декорации. И главное, блестящая актерская игра в лучших традициях Малого театра, который давал спектакли уже во времена Лермонтова. Чтобы создать характерный образ Шприха, Владимир Носик не только читал авторский текст, но и изучал окружение поэта и его эпоху. Какие события его окружали в этот момент, какие там была переписка, какие у него отношения, что натолкнуло. В основу работы своей кладу, что послужило причиной для написания того произведения и именно вот того персонажа, который мне придется исполнять. Помимо маскарада, казанских зрителей ждет комедия Островского «Волки и овцы» и Филумена Мартурана Эдуарда де Филиппа. Перед каждым спектаклем в фойе можно увидеть 3D-выставку костюмов Малого театра. Полина Кострицкая, Рустем Залилиев, столица.